Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире полчаса Регикогу с депутатом эстонского парламента Валерием Корвом. Здравствуйте. Валерий Николаевич, пожалуйста, вам слово в отношении, так сказать, законопроектов, которые рассматривались в Регикогу. Вообще, ваш рассказ о том, что происходило в Регикогу в последние дни. Ну, на этой неделе, естественно, один день выпал, поскольку 1 мая был праздник. Я поздравляю всех с начала фактически такого весеннего периода, что ли, завершения весеннего периода последнего месяца. Но, тем не менее, все равно это праздник весы, праздник надежд. Я думаю, что для каждого 1 мая, может быть, у кого-то ностальгия по тем большим событиям, которые проходили десятки лет назад, связанные с первомайскими демонстрациями. У кого-то, может быть, действительно весеннее такое настроение. Но вот погода не дает еще сегодня, к сожалению, не дает погода достаточно, может быть, выйти на сельхоз, скажем, работы, да, поскольку все-таки в некоторой степени мы все привыкли к тому, что 1 мая вроде какой-то отчет, надо бы сеять, надо бы, наверное, готовиться вот к этому периоду, кто у кого есть огородики. Но, тем не менее, вот май наступил. В парламенте 1 мая, конечно, не рабочий, как у всех был, поэтому вторник, среда, четверг, вот некоторые вопросы, которые по повестке дня я хотел бы, может быть, и сказать. В первую очередь, это вопрос, конечно, вот один такой большой документ, поскольку он занял практически 3 часа работы парламента во вторник, это не что иное, как основы политики безопасности Эстонии. И по этому докладу, по этому вопросу выступал никто иной, как премьер-министр, потому что это уже хорошее, как в парламенте говорят, виатала, то есть хорошее такое, и фактически в законе об этом сказано, о том, что министр, и вот на 20 страницах у меня в руках этот документ, и на 20 страницах практически премьер-министр выходил со своей командой, выходил с мыслями, которые связаны как раз вот с безопасностью нашего государства. Последнее было решение, точнее сказать, документ, который был по этому направлению принят, он был принят в 2010 году, и вот по, скажем так, с очередностью в 2 года премьер-министры докладывали, как это все выглядело, и я хочу сказать, что вот практически таких 3 больших блока, значит, основы этого претворения этого закона. Второе – это среда безопасности, вот сегодняшняя обстановка. И практически с 6 по 19-20 страницу это не что иное, как вопросы, связанные именно с темой безопасности государства. Я думаю, что для всех понятно, что тема безопасности государства – это достаточно всеобъемлющий такой большего общего материала, который описывается вот в этом законе, но тем не менее хочется сказать, что обратно обращается внимание на основы, принципы построения наших государств и основа вот тех решений, которые было принято Организацией Объединенных Наций, поскольку Эстония, естественно, понимаете, входит туда, поэтому основы вот этой внешней политики связаны как раз с деятельностью этой организации. Следующий, конечно, не секрет ни для кого, что Эстония является членом НАТО, и вот приверженность и Европейскому Союзу, и этой военной организации, которая объединяет многие-многие государства, конечно, это стоит тоже написано, и, как всегда, мы можем говорить об принадлежности, и, конечно, каждый раз возникает вопрос, а сколько же мы туда платим. Я еще раз хочу напомнить, что 2% нашего валового национального продукта, или СКП, практически идет туда, плюс те еще раз обязательства, которые взяты поверх вот этих 2%. И мне кажется, что здесь как раз есть тема разговора, потому что не все практически государства, входящие в НАТО, вот именно придерживаются этой, скажем, цифры, поскольку это рекомендованная цифра, это не обязательное внесение. Но тем не менее, наши страницы, соседи даже по Прибалтике, скажем, у них цифры где-то практически колеблются, наверное, около 60% от 2% СКП, поэтому мы вот опять впереди планеты всей, как говорил премьер-министр Андрус Анси. И остальные все вопросы, связанные с внутренней безопасностью, с теми темами, которые связаны с кибербезопасностью, это и, скажем, преступность,
которые я имею в виду и организованная преступность, и вот все темы, которые, я думаю, что это действительно на вашей стране займет очень много времени. Игорь, я, наверное, не буду останавливаться, но я хочу сказать, что занял действительно 3 часа. Второй вопрос должен был к Скономею Хейндамину, по которому мы должны были с министром Померанцем говорить об оценке, об изменениях, точнее сказать, принятия директивы Европейского Союза, о значит, возможностях и необходимых требованиях оценки воздействия на окружающую, на природу при каком-то либо проекте, но вот не хватило времени, и в результате получилось так, что на следующий день господин Померанц должен был поехать в командировку, и этот вопрос перенесен на следующую неделю. В среду заседания мне бы хотелось сказать, что действительно очень был активный такой большой разговор по вопросам финансирования, по деятельности финансовых органов и, конечно, Министерства финансов государства, поскольку ежегодным отчет выступал никто иной, как президент Эстонского банка господин Ардо Хансен. И действительно вопросов было очень много. Особенно порадовало о том, что наконец-то и партия реформ, или наши коллеги из партии реформ активно участвовали именно в обсуждении экономической политики, финансовой политики государства. И многие вопросы я слушал, у меня, честно сказать, вопросы в некоторой степени больше даже, наверное, ответы были, наверное, предсказуемые, но вопросы были достаточно интересные. И мне кажется, что наконец-то наши коллеги из партии реформ или фракции реформ начинают понимать, что они в оппозиции, и забывая при этом при вопросах о том, что они ведь 15-16 лет правили балом, и в том, что экономика государства, которую сегодня в какой-то степени нуждается в поправке и подходе в исполнении всех финансовых документов и финансовой политики государства, она с приходом нового правительства несколько изменилась. Это, конечно, не нравится, потому что все привыкли к очень такому спокойному, хорошему ритму жизни, не задавая себе трудностей в пополнении государственного бюджета. И меня интересовал, конечно, в этой степени очень вопросы, которые задавали коллеги. И что греха таить, к тому, чтобы быть в оппозиции, тоже надо привыкать. И, по всей видимости, этот процесс достаточно болезненный сегодня для тех, кто представляет сегодня как раз оппозиционные фракции в нашем парламенте. Вторым вопросом это был не что иное, как отчет финансовой комиссии за 2016 год. Это требует закон. Здесь тоже много было вопросов. И, естественно, были хорошие дебаты, на которых можно было как-то, скажем так, понимать, о чем же сегодня наиболее злободневные точки, которые проходят в финансовой политике государства, и где, наверное, нравится, где не нравится тем, кто, собственно говоря, играли главную скрипку в исполнении всех документов, которые были в парламенте, в правительстве рассматривались ранее на протяжении, еще раз повторю, 10-15 лет. Вопрос очень интересный, который был третьим вопросом. Он, к сожалению, не получил поддержки, поскольку, необходимой поддержки. Он получил поддержку, но для того, чтобы его надо было принять, нужно был 51 голос. В парламенте проголосовало только 49, то есть фактически 2 человека не присутствующих, или точнее сказать, решивших, что не будет отдавать этот голос, это не что иное, как проведение, то есть закон об Риге Ханкесиадус, или закон о госпоставках. Его начала готовить партия реформ 2 года назад. Достаточно продуктивно подошли, понимаете, за 2 года достаточно продуктивно подойти к этому документу. И в некоторые изменения, которые были внесены сегодня правительством, и сегодня, естественно, те, кто сегодня определяет в этом отношении направление этого всего движения, о том, как провести государственные поставки, много очень предложений, много очень вопросов, возникающих именно, более того, он объединяет
объединял 3 директивы, которые дает Европейский Союз. Это тоже очень важно, потому что это требования Европейского Союза, это во-первых. Во-вторых, конечно, очень возникает много вопросов по, скажем, взаимоотношениям самого проведения конкурса господставок, поскольку это большой документ, практически там два десятка листов печатного текста для того, как это все проходить. И если с точки слева, с точки вправо можно оказаться вне поля игры, поскольку серьезный документ, серьезный. Я считаю, что один из серьезнейших документов, вот как получить с одной стороны подряд на работу, а с другой стороны, как этот подряд выполнить, чтобы не было претензий ни у полиции, ни у КАПО по вопросам его проведения, поскольку это где-то на грани всегда фола. И это серьезный документ, который, вот, к сожалению, не получил должной поддержки, поскольку партия Реформ просто не присутствовала в зале. Она вышла из зала и сказали, что, вот, видимо, в большинстве своем подумала, что, или отметила в том, что это не тот документ, за который можно голосовать. Поэтому я думаю, что следующий этап обратно придется выходить с новым, собственно говоря, начинанием, проходить в зале первое чтение, второе, третье, для того, чтобы выполнить вот как раз направление, которое диктует на директива. И для меня, например, самый был интересный вопрос, конечно, в этом документе, это взаимоотношения генподрядчика и субподрядов. Ну, понятно, что выигрывает конкурс, например, на какой-то объект, выигрывает одна фирма или там концерн какой-нибудь, состоящий из нескольких фирм, но тем не менее всегда подписывается договор с генподрядчиком, который берет на себя обязательства, но у этого генподрядчика не всегда хватает ведь сил для проведения работы, потому как специалистов, скажем, такого круга, другого направления, может быть, можно взять, скажем, как обычно называют, супчиков. И часто получается вот такие взаимоотношения между генподрядом и субподрядом затягиваются в финансирование, затягиваются в исполнение договорных обязательств. И, кстати говоря, вот здесь как раз в этом документе были очень уделены большое внимание к этому как раз взаимоотношению и возможностями ли подать голос, вот именно, как принято называть, субподрядной организации. Поэтому будем смотреть, что дальше. Сегодня действует закон, который на сегодняшнем дне определен ранее. Так что нового сегодня я ничего сказать не могу, чтобы в отношении пришедших, скажем так, изменений. Дальше будем откровенны, что мы до конца не дочитали четверг. Это законы, которые о движении. Наша вышла никто иное, как министр Кадри Симпсон. И практически 3 вопроса во вторник, 3 законотворческих, скажем так, акта, которые должны были бы пройти. Это не что иное, как по взрывчатым веществам. Это вопрос, опять же, движения, транспортного движения, правил транспортного движения и директив, которые принимаются на Европейском Союзе, это будет, по всей видимости, на следующей неделе. Как только мы эти вопросы будем обсуждать, так тогда я, наверное, вам здесь, Игорь, это и расскажу. Так что вот мне бы хотелось сегодня оставить, скажем так, или остановиться именно на этих вопросах, которые были на этой неделе в парламенте такими забойными, главными. Спасибо. Ну вот я знаю, что со времени прошедшей передачи, нашей прошлой передачи, вы совершили поездку в Белоруссию. Интересные есть у вас об этом материалы. Пожалуйста, вот расскажите, что там было, что интересно. Сам процесс эксклюзивный такой, поездки, сам процесс поездки, он был связан, с исполнением тех обязательств, которые берет парламент Эстонии, Рейкьявику, в плане создания, когда формируется новый состав парламента, формируются рабочие группы или группы поддержки, как можно по-разному это именовать. И в нашем парламенте создана группа поддержки, 11 человек, которая хотела бы сотрудничать с парламентом Беларуси. Вот в начале формирования этой группы у нас была поездка, но в силу того, что осенью прошлого года в Палату представителей в Беларуси и в Верховной Палате были изменения
изменения, то есть прошли выборы, поэтому пришло новый состав, новые люди, которые вошли в эту группу. Это тоже более десятка человек, возглавляет его никто иной, как Мирош Виктор Викентьевич, который действительно вот на протяжении, вот, когда он как бы так возглавил эту группу поддержки, скажем так, взаимоотношений с эстонским парламентом, мы переписывались, перезванивались, то есть лично не были знакомы, но приглашение поступило, и в этом, конечно, очень большое спасибо нашему послу я считаю, что это послу Беларуси в Эстонии, нашему послу Степус Анатолию Алексеевичу, который действительно был таким мотором для того, чтобы эта встреча состоялась, и мы в составе 3 человек, вот нашей делегации конкретно, Анна Лиот, значит, Мелис Мельберг и я, вот ваш покорный слуга, вот мы в течение 2 дней были там в гостях. Для того, чтобы, да, надо сказать, что Америка Какаев, теперь уже наш посол в Беларуси, сыграла тоже очень большую роль, поэтому спасибо послам, ну и спасибо, конечно, тем, кто принимал. И вот чтобы я, зная, что у нас наверняка вот, может быть случится такой разговор, о котором можно говорить, я просто программу визита перечислю, и вы сами посудите, о чем, скажем так, об этом разговор шло. Ну, во-первых, первый день, когда 26 апреля, прошлую среду, вот все началось с того, что состоялась встреча заместителя председателя, как раз представителей Национальной Республики Беларусь, значит, Болеслава Казимировича Перштука, который действительно вместо 40 минут уделил нам, будем откровенно говоря, более 1,5 часа, потому что было очень много тем, которые можно было бы, скажем так, и говорить по развитию. Больше того, ведь сейчас готовится, для сведения, в мае месяце, в 3-й декаде готовится поездка нашего министра иностранных дел, господина Миксера, в Белоруссию, поэтому все это связано вот с консультациями, которые проходят как по линии Министерства иностранных дел, так и по линии вот всех, кто заинтересован вот в таком развитии событий, когда уже на уровне послов речи не идет, а на уровне вот министра иностранных дел это достаточно интересно. И много вопросов, которые просто в лоб задавали, говорят, а что вот вам нравится, что вам не нравится, скажем так, грубо говоря, если говорить. Но на дипломатическом или на уровне, значит, взаимоотношений мы тоже сказали, что некоторые вопросы, которые вот пребывание даже несколько часов на территории, очень серьезная система, например, значит, оплаты для меня, например, лично вот, после пересечения границы, очень серьезная система оплаты, скажем, за проезд, да, вот, поскольку мы как-то отвыкли, что в Эстонии нет платных дорог, а в Беларуси они существуют, но сама система вот эта, и они сами понимают прекрасно о том, что она настолько, как бы сказать, запрограммирована, настолько вот тяжела для исполнения, может быть, не самих белорусов, поскольку белорусы, а те, кто гости, туристы приезжают, и мы, когда уезжали, вот при мне, когда сдаешь вот этот на лобовом стекле вот этот датчик, который надо было отдать, прийти перед тем, как уезжаешь из Беларуси, целый караван был вот этих финских, значит, ну, там совместно эстонские номера, я смотрел, и финские были, караван, который ехал в Белоруссию, но вот чтобы отметить, для человека, который не владеет русским языком, будем откровенны, или там белорусским, например, да, то есть достаточно, скажем, там, может быть, на английском не было речи, но вот был переводчик, скажем, эстонец, владеющий и финским, и русским, вот он помогал, видимо, ехал в этом караване, он помогал, ехал. Это очень заорганизованная организация. Я готов платить за то, чтобы там проехать 30-40 евро вот от границы до Минска и назад, поскольку я ехал на своей машине, нужно было пройти все эти процедуры. И вот мы об этом никому, ну, как вот вице-председателю Палаты
палаты представителей говорили, да, вот они говорят, мы понимаем, что это тяжело, но тем не менее как-то из этой вот системы нужно что-то придумать, нужно что-то делать. Поэтому очень интересный разговор был. Спасибо просто Болеславу Казимировичу, и я думаю, что... Затем мы посмотрели немножко овальный зал, в котором заседания проходят, вот была такая маленькая встреча. А потом была встреча как раз с представителями нашей вот группы, которая организована в Беларуси. Мы обсуждали возможности дальнейшего сотрудничества и посещения, в том числе Эстонии. Я надеюсь, что в этом году они нас посетят, и мы тоже точно так же расскажем о деятельности наших, во-первых, государственных органов, а других хотелось бы показать. И я им предложил все-таки, давайте мы сделаем все-таки однодневную остановку на северо-востоке, промышленный регион. Давайте посмотрим нашу сторону. На что они, конечно, очень дали положительный ответ. Я надеюсь, что такая встреча, лето, осень, наверняка такая встреча у нас будет и здесь, на нашей Давировской земле. Вот следующий день, интересно, да, потом после вот этих встреч у нас состоялось посещение медицинского учреждения. Это не что иное, как кардиологический центр. Очень интересно для меня было, как, с одной стороны, человека, который, конечно, не врач, но, тем не менее, принимает активное участие в деятельности нашей Давировской центральной больницы, как человек, который как-то направляет и участвует в работе нашего совета. Поэтому было очень интересно посмотреть, какие же возможности медицинского учреждения и какие конкретно вот сегодня стоят проблемы с медициной, и будем говорить со всем, что происходит в этой области. Но перед этим у нас состоялась встреча, по большому счету, тоже, опять же, связанная с медициной. Это никто иной, как встреча заместителя премьер-министра Республики Беларусь вот, Василия Ивановича Жарко. И будем откровенны, что этот человек 10 лет был министром здравоохранения Беларуси, руководил всем, все, что происходит в Беларуси, и было очень, опять же, интересно, поскольку хотелось знать, на каком уровне и что и как сегодня. Это отдельная тема, но тем не менее договорились о том, что возможности такого сотрудничества, они существуют. Буквально вчера прислали обратно, мы говорили о том, что хотелось бы посмотреть, какие возможности есть для того, чтобы, например, наши бы люди могли из Эстонии приехать, посмотреть или использовать то, что называется медицинское обслуживание в Беларуси, медикаменты, которые используются. Конечно, эти услуги все будут платны, но тем не менее уровень белорусской медицины, и сегодня давайте скажем честно, что он достаточно такой, я бы сказал, высокий, и требует, конечно, рассмотрения или возможности сотрудничества, посещения лечения многих заболеваний именно на территории Беларуси. В следующий день у нас начался достаточно интересный, поскольку мы посетили не что иное, как сначала утром были в гостях у нашего посла Эстонии в Беларуси, посмотрели все ее апартаменты. С другой стороны, оттуда мы поехали, и, конечно, для многих будет интересно посетили, значит, акционерное общество «Коммунарка». Это не что иное, как я думаю, что каждый, кто бывает в Беларуси, наверняка в магазине покупает сладости. И, естественно, было интересно, поскольку один из депутатов сегодня Палаты представителей как раз работает в палате от этого коллектива, 1600 человек, и было интересно посмотреть производство конфет. Это, конечно, «Коммунарка», и, с другой стороны, другое предприятие, два основных предприятия, которые занимаются этим, это «Спартак». Там, конечно, не были, поскольку это достаточно далеко от Минска по меркам Беларуси, но вот то, что удалось посмотреть и удалось поговорить о проблемах, поскольку, я бы сказал, так скажем, ведь проблемы возникают, когда, например, 100 тонн сладостей надо изготовить в течение одного дня. Поэтому вы сами понимаете, что это большое хозяйство. И самое интересное, что этот
процесс связан также с Эстонией, поскольку они какао-бобы получают, об этом они говорили, получают из Таллинского порта и отмечают, что это очень солидно, очень хорошо, очень хороший налаженный рабочий механизм. Так что в этом отношении были очень хорошие слова. И, конечно, второй был вопрос, это мы где-то за 110 километров переехали не что иное, так птицефабрика «Дружба». Это посещение как раз птицефабрики, то есть это большой назовем сельскохозяйственный комплекс, который занимается птицей, в котором работает 3500 человек, и было тоже интересно посмотреть вот на то, что происходит на селе. Поэтому вот, честно сказать, такие 2 дня быстро пролетело вот в таких встречах, обсуждениях, и я считаю, что это полезно для, во-первых, как члена парламента полезно, для нашего парламента, нашей группы. С другой стороны, было интересно посмотреть все, что происходит в Беларуси. И, конечно, поражает количество кранов, поражает количество строек, которые проходят по всей Беларуси. Поражает, как я думаю, что любого посещающего Беларуси поражает общая чистота, распаханность полей. Время уже подошло к тому, что, будем откровенны, уже даже на прошлой неделе все поля уже зеленые, поскольку климат наверняка немножечко помягче нашего. Лес уже такой вздернут маленькой зеленью, поэтому действительно очень красивый ландшафт, весенняя поездка. Ну и вот дорога туда-сюда, практически 2 дня там. День туда ехать, день назад. Было интересно само пересечение. Я думаю, что в памяти, не только в памяти, но и вот от этих встреч у нас очень много новых наметок по сотрудничеству. Еще раз повторяю, что в Беларуси сегодня очень хорошие отношения. Я думаю, и по линии МИДа, и по линии бизнеса разворачиваются. И я думаю, что, дай бог нам всем многих задумок, которые сделаны. Мы говорили о поезде. Например, раньше вспоминает ностальгия была. Старшее поколение, наверное, помнит поезд Сталин-Минск. Мы говорили об сообщении, скажем, которое бы могло бы быть воздушное больше, скажем так, по количеству самолетов, которые не только через Ригу, но и через другие, скажем так, пункты, в которые можно было бы попасть. Мы говорили о многих вещах, которые наверное, как людям, которые исполняют политическую волю народа, наверное, надо просто претворять в жизнь. И я думаю, что от этого выиграют все. Спасибо. Валерий Николаевич, у нас буквально осталось несколько минут, 3 минутки. Очень коротко. Такое существенное событие было недавно в жизни Кохлоярова. Это визит премьер-министра, первый вообще в истории, видимо, потому что раньше не было никогда. Премьер-министр Ратас посетил Кохлояров 2 раза в короткий промежуток времени, причем 1 раз в горуправлении и на ВКГ, 2 раз в больнице нашей. Вот итоги вашего визита. Поскольку вы присутствовали на всем этом, собственно, и, можно сказать, инициатором этого были, вы в курсе всех этих дел. Я хочу сказать, что ведь премьер-министр от премьер-министра отличается. Может быть, я не хочу так критически говорить. Я вообще никогда не говорил, нигде не критиковал или не хвалил, а как-то пытался, в общем-то, меньше говорить всегда о президентах. А о премьер-министрах я могу сказать, что если господин Ансип смотрел больше в сторону, скажем, Брюсселя, может быть, его 50-дневная жизнь заставляла смотреть вот именно в этот период туда. Господин Рейвас, мне кажется, что не так часто бывал за пределами Харима и Таллина, поскольку, в общем-то, видимо, свое соотношение к этому делу. А мне нравится, импонирует посещение всех мест нашего, я считаю, председателя и партии, и нашего премьер-министра Юрия Ратаса, поскольку ведь посещение Кохлоярви это не в его рабочем графике, это не ординарное такое что-то событие из вон выходящее. Просто у него нормальный человеческий, мне кажется, такой хозяйственный взгляд на то, что происходит в Эстонии. И его поездки, посмотрите, Тапа в субботу, в Тапа, в Пярну, там предыдущие недели там, по всей Эстонии. И в этом хорошо.
С другой стороны, по количеству проживающих город Кохлоярье, не что иное, мы немножко уступаем теперь последние годы, как Пярну. У нас всегда была конкуренция, там, ну такая негласная, конечно, конкуренция по количеству жителей. И сейчас несколько, в принципе, Пярну выдвинулось на позиции, естественно, как туристического центра. И ну, что тут греха таить-то, в общем-то, в большей степени всегда считалось, что вот лето это где-то Пярну в море, паре Пярну, да, принимает у него возможностей больше, это не наша промышленность, в принципе. Поэтому 5-й город в Эстонии, почему бы не посмотреть и не увидеть все, что здесь происходит, тем более взгляд правительства в эти годы достаточно был такой косвенный. Только по одной простой причине, что с 1996 года во власти, скажем, в городской управе, значит, партия центра командует, как и в Нарве, как и в Силомяе, поэтому вот это нельзя делить государство, и мне кажется, что это чисто даже человеческий подход. Нельзя государство делить, вот это зеленое, это красное, это белое, это черное, что туда буду ездить, туда не буду. Все налогоплательщики, все люди, которые работают, они платят налоги, тем более мы неоднократно здесь в студии говорили, что Идавирума платит достаточно большие налоги по охране окружающей среды, если мы как раз над этим сейчас очень много говорим и работаем. Я не знаю, сколько еще времени пройдет, что вот это всю эту систему налогообложения, возврата денег, которые мы создаем для государства, ведь эти же деньги идут на удаленные уголки от северо-востока далеко. Я сейчас год уже практически работаю в совете КИКа или инвестиционного фонда, который занимается как раз инвестициями. Практически большинство денег, которые создаются этим фондом, это не что иное, как ведь взнос Идавирума. Мы многие вопросы сегодня должны в этом отношении быть. И поэтому, почему вы, как не премьер-министр, узнать о бедах или там трудностях людей, которые живут здесь? И мне кажется, что это было достаточно интересно, поскольку первое посещение было, скажем, Виру Кемиагруппы. Сегодня как раз то, что связано с переработкой сланца, для него это было действительно очень хорошее. Я присутствовал при этом разговоре премьер-министра с руководством Виру Кемиагруппы. Я считаю, что это очень интересный разговор, был и для него познавательный. Это был как маленький, простите меня, он все через цифры проходил, а тут, когда руководители сами говорят, никого нет, это маленькая лекция для премьер-министра. Спасибо руководству Виру Кемиагруппы, что оно пыталось тогда делать. Но у нас тема при разговоре была, когда он посещал городскую управу, и мои коллеги, которые присутствовали, сказали, была одна тема из медицины. Ведь сегодня тоже, например, становление Идавиромской центральной больницы, это тоже процесс десятилетия. А куда дальше пойдет? А что мы будем делать? Ведь инвестиции требуют несколько десятков миллионов для того, чтобы до конца построить этот центр, который будет обслуживать ведь не только Кохлоярье, если он стоит на территории Ахтми или там, а он стоит на территории Северо-Востока, где его дело. У нас много проблем. Мы говорили о том, и я премьер-министру говорил, например, что у нас на Эстонии, например, 2 реанимобиля, которые могут, например, при таких достаточно серьезных обстановках, например, привести человека в больницу для того, чтобы начали с ним работать. Это же серьезная тема. Почему 2? В Тарту, Таллин. Почему на Северо-Востоке нет? И сегодня готовится программа развития Северо-Востока, простите, несколько вот скажу, как раз это все связано с премьер-министром. И если эта программа будет опять сделана так, надо построить школу, отремонтировать школы, детские садики, да, надо. Но в этой программе надо четко целевым направлением, скажем, столько-то у нас есть денег, они пойдут на следующие 4-5 лет, которые будут, они пойдут на те-то работы. А не так, чтобы это все было размазано. Меня удивила сегодня, например, ситуация, которая с нашими детскими садиками. 2 документа, 2 проекта по детским садикам, утеплением детских садиков для Кохлоярья опять прошли мимо, потому что, в принципе, вот чиновники, которые сидят в уездной управе, в принципе, да, они считают, что этого не надо делать, пусть Кохлоярье сам пройдет. А я считаю, что надо, потому что многие люди, которые, в принципе, работают на нашей территории, в принципе, которые создают своими руками вот эти блага, их дети должны ходить в эти детские садики, они должны быть тоже в тепле. А не просто, например, где-то мы оставили. Поэтому я думаю, что действия городской управы Кохлоярской очень правильные, когда оспаривают эти решения, и ведь не последнюю точку ставят уездные. Слава Богу, что
Я, может быть, не очень так корректно говорю, но политика, 20-летняя политика тех, кто руководили уездными управами, об этом я неоднократно, в общем-то, и выступал, да многие говорят, она была направлена на именно уездную жизнь. 20% населения Северо-Востока живет в уездах, 80% в городах, те, кто создает... В властях. В властях, простите, 20%, а 80% в городах, разошелся, видите, немножечко эмоционально, простите. Ну, давайте думайте об этих людях, не просто думать о том, чтобы это как бы второсортное, например, самоуправление, которое... Я сейчас о самоуправлениях, а не о людях говорю. Поэтому приезд, у меня и следующая ему просьба посетить, например, в городе Кохлоярве, поскольку спортивная жизнь у нас все равно продолжается, он сам любитель спорта, и вы знаете, что он был главой Федерации баскетбола, я предложил ему следующую возможность посетить наш ледовый холл, потому что это действительно уникальное сооружение, которое должно работать в полную нагрузку, и там есть очень много интересных перспектив, но у них сегодня технические проблемы компрессоров, которые, скажем, через 2-3 года уже применение, значит, технически использование этих компрессоров для того, чтобы лед, та же самая крыша, те же самые вещи, которые связаны с повседневной жизнью этого большого. Да, город делает много. Сейчас и проекты по большому возрождению всему этому комплексу проходят со стороны города. Но государство тоже должно вот за счет опять этих средств, которые... Я не говорю только про Кохлоярве. Это и в Силомя, и в Нарве есть. Но мы должны конкретно донести до нашего правительства, и поездки премьер-министра сюда – это не что иное, как одно еще подтверждение, что у него есть интересы к тому, чтобы здесь жизнь была бы, поднялась качественно на ступеньку выше. Спасибо, Владимир Николаевич. Вот закончим нашу передачу на сегодня, уважаемые телезрители, поскольку часы уже показывают, что мы немножко даже перешли из лимит, так сказать, отпущенный лимит времени, превысили. И всего вам доброго, до новых встреч. До свидания.